На коллегии Минсельхоза Коми глава региона сегодня раскритиковал работу ведомства в прошлые периоды. Владимир Уйба назвал лишь несколько цифр, которые показательны. К примеру, в Коми из 330 тысяч гектаров хозяйственных угодий используются лишь 58. До 70% мелиоративных систем в неудовлетворительном состоянии. По факту они бесхозные. Из 27 тысяч голов крупнорогатого скота у нас всего 12 тысяч, а возможностей содержать и прокормить в 5 раз больше. Система господдержки АПК позволяет продержаться на плаву лишь мелким хозяйствам, не стимулирует на развитие и на увеличение объемов производства. Цифры наглядные. Только за первый квартал этого года показатели по мясу, молоку и яйцам просто провальные. Работа по обеспечению производителей молока породистым скотом и материалом для искусственного осеменения пущена на самотек и вызывает много справедливых нареканий со стороны зоотехников. Осложняет ситуацию отсутствие мясоперерабатывающих предприятий с глубокой переработкой и предприятий по переработке картофеля и овощей. По сути, их вообще нет. Сегодня в республике проблемы с реализацией списанных коров и скота вынужденного забоя. Такой скот продается за пределами республики по бросовым, практически не очень низким ценам. Также нетоварный картофель зачастую выбрасывается, сельхозпредприятия несут убытки. Сельское хозяйство и производство на севере дорогостоящие. Без поддержки государства не выжить. Только в прошлом году в рамках госпрограммы аграриям Коми было выделено 1,5 миллиарда рублей. Сохранены все виды господдержки. В этом году расходы увеличены еще на 220 миллионов. Главная задача сейчас вовремя провести посевную. Выстраиванием работы в сельском хозяйстве в свете критики главы республики теперь займется новый министр сельского хозяйства Алексей Будкин. Последние 2 года у нас овощи открытого грунта производились в минимальном количестве. Картофель в основном производился личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Было западение объемов, производимой и реализуемой на рынке продукции. Вот именно объемом может быть не так значительно, потому что производимая продукция потреблялась самими личными подсобными хозяйствами, и эта категория людей особо не заметила этого, не поменялась. А вот поставка товарного картофеля на рынок, она упала значительно, и это все мы видели как потребители в наших торговых сетях. По словам министра, ранее в других экономических условиях прибыли это не приносило. Предприятия таким образом страховались от убытков. А сейчас ситуация абсолютно другая. Продовольственная безопасность вышла на новый уровень. Предприятия возвращаются и увеличивают объемы посадки овощей. Первым в этом стал совхоз «Пригородный». За ним готовы нарастить объемы хозяйства Сысольского и Карткеровского районов. В следующем году показатели по овощам и растениеводству уже значительно вырастут. По итогам коллегии Владимир Уйба сделал несколько поручений. Я снова говорю о том, что у нас сегодня есть возможность по единому поставщику, по единому закупке перевести все-таки закупки по нашим продуктам для детских садов, для школ, для больниц. Сейчас, если год назад я об этом говорил, если мне говорили, ну а как 44-й закон, то у нас сейчас есть возможность эту нишу занять. Просто вот надо занять ее и все, несмотря на такие добрососедские отношения с нашими граничащими богатыми кормами и землями территориями, просто дать ход своим производителям.